В ванну с водой помещен вибратор, который создает волны. Поставим на пути волн плоскую пластину. За пластиной образуется область, куда не проникают волны, а перед пластиной попадающие на нее волны отражаются. Посмотрим, как будет распространяться отраженная волна, если падающая волна направлена под некоторым углом к преграде. Поставим пластинку под углом к направлению распространения волны. Увидим, что отраженная волна также пойдет под некоторым углом. Угол между направлением распространения падающей волны и перпендикуляром к плоскости пластины называется углом падения. Угол между направлением распространения отраженной волны и тем же перпендикуляром называется углом отражения. Угол отражения равен углу падения. В этом заключается закон отражения механических волн. Возьмем небольшую пластину, размеры которой сравнимы с длиной волны. Увидим, что волны будут заходить за пластину, иначе говоря, они будут распространяться почти так же, как если бы препятствия не было. Явление огибания волной препятствия называют дифракцией. Благодаря дифракции мы слышим звук из-за угла дома, находясь за деревом и тому подобное. Эти препятствия огибаются звуком. Дифракцию механических волн можно наблюдать, если размеры окружающих нас предметов невелики по сравнению с длиной волны. В ванну с водой помещен вибратор, на конце которого находятся два острия. В любую точку на поверхности воды приходят одновременно две волны. Происходит сложение колебаний. Образующаяся картина называется интерференционной. Явление наложения волн в пространстве, при котором наблюдается неизменное во времени чередование максимумов и минимумов амплитуд колебаний частиц среды, называется интерференцией волн. Когда в точку А приходит волна, она совершает колебания. Если в точку А приходят две волны, гребни которых совпадают, то происходит усиление колебаний.